Самые широкие области гуманитарных знаний – всемирная история, обществознание, мировая литература, культура, география, политология, дипломатия. Каждый выпуск «Умников и умниц» обычно посвящен определенной теме. Лицеисту Моусуру Зангиеву, который увлекается мировой историей, пройти отборочный тур передачи оказалось несложно. Просто повезло мне с темами, и были и те еще, которые готовились еще с лета на эти темы, потому что в региональном отборе им попалась такая тема. Я ответил на третий вопрос, досрочно выбрал на своей дорожке, там 4 этапа на зеленой дорожке, и прошел таким образом в полуфинал. При этом его соперники допустили ошибки. Молодой человек, выступавший на красной дорожке, пошел ва-банк, сделал ошибку и сел в зрительские ряды. Девочка, выступавшая на желтой дорожке, также дала неточный ответ. Чтобы попасть в отборочный тур, Моусур написал 25 эссе на самые разные темы. Для этого ему пришлось перечитать несколько десятков книг. Самая сложная тема, на мой взгляд, была про непринужденное отношение русских режиссеров к своим картинам. Как сделать так, чтобы получилась такая красивая картина? Почему раньше фильмы были такими хорошими, добрыми, а сейчас не так? Я не режиссер и не сценарист, так, и приходилось перечитывать энциклопедии, там, слушать репортажи про всяких режиссеров. В качестве примера я привел Меньшова, режиссера советского, который снял «Москва слезам не верит» и получил за это Оскар. Интеллектуальная олимпиада для старшеклассников – это возможность принять участие в борьбе за право стать студентом одного из лучших вузов страны – ГИМО. Победители смогут поступить в университет на льготных основаниях, но сдать ЕГЭ все же придется. Принимают участие в нем школьники со всей страны и ближнего зарубежья. Победители финального состязания Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» прямо здесь, в студии, на ваших глазах станут студентами Московского государственного института международных отношений, университетом ГИМО, одного из самых престижных университетов России. В каждой игре принимает участие 3 агониста – школьники, состязающиеся на игровых дорожках. На красной, которую, кстати, хотел выбрать изначально Моусур, 2 шага и нет права на ошибку. На желтой 3, с 1 штрафным проходишь дальше. И зеленая, которая в итоге попалась Моусуру, 4 шага и допускается 2 неверных ответа. Он правильно ответил на 2 вопроса в четвертьфинале и вышел в полуфинал. Учителя лицея уверены, что их ученик уже победил, потому что не каждый школьник смог просто попасть на такую сложную игру. Я вижу старания этого ребенка, его увлеченность, одержимость, и я просто рада за то, что он добился таких высоких результатов. Ребенок, который проходит даже отборочный этап, он даже попал туда, я не говорю даже о финале, даже в полуфинал. Для ребенка это уверенность в завтрашнем дне, это умение отстаивать свою точку зрения. История умников и умниц для наших школьников началась уже с выпускника лицея Ильяса Акиева. Он первым среди ингушских школьников выступил в программе и стал ее победителем. Без штрафного очка даже не спрашивает судью, зачем вы спрашиваете, когда он хлопает. Вошел в число 12 победителей, финалистов данной программы. И ректор МГИМО Туркунов зачитал приказ о зачислении 12 финалистов в университет, в том числе и Акеева Ильяса Тимерлановича. Меньше повезло Салману Газгерееву, хоть и стать победителем не удалось, но его выступление запомнилось многим, а для самого Салмана стало пополнением багажа знаний. Приглашаются Салман Газгереев, Назрань, Ингушетия. «Умницы и умники» дала мне очень многое. Я расширил свой кругозор, знаю теперь просто все творчество Хемингуэя, чем он дышал, чем он жил, что он сказал, вставая утром своей жене и так далее, прям в подробностях. Я на самом деле благодарен тому, что меня туда пригласили и тому, что я получил такие знания. Все участники из Ингушетии попали на программу путем прямых писем, так как регионального этапа у нас нет. Но наставники умников и умниц надеются, что в нашем регионе он все же появится, и ученикам не придется подолгу ждать писем от организаторов. Ну а программу, в которой принимал участие Моусур Зангиев, зрители смогут посмотреть в эфире Первого канала в январе, а полуфинал пройдет 14 февраля. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Новости 24.
Совет Федерации одобрил закон об электронном сертификате на материнский капитал. Принятие документа позволит обеспечить возможность получения сертификата на мат-капитал в форме электронного документа. Услуга будет оказываться через действующий единый портал госуслуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Кроме того, закон позволяет направить средства или часть материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Такая возможность появляется в случае отказа женщин, ранее подавших заявление о направлении средств мат-капитала на формирование накопительной пенсии. Эстафета, прыжки с мячом, бег на одной ноге, перетягивание каната и ряд других спортивных заданий стояли перед учащимися лицея города Магаз. Спортивное мероприятие состоялось в рамках акции «Спорт против терроризма». Школьники разделились на 5 команд и боролись за призовые места. Репортаж Даны Плиевой.